Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов, Айдын. А в нашей студии гости, и я совсем скоро их представлю. 2 октября День среднего профессионального образования. И, кроме прочего, именно в этом году вся система среднего профессионального образования отмечает 85-летний юбилей. Дата солидная, и сегодня в нашей студии руководители средних профессиональных учреждений нашего города. Но начну я с руководителя Центра научного инновационного развития профессионального образования Института развития профессионального образования с Ольги Яковлевой. Ольга Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Рада, что вы пришли сегодня в нашу студию. Ваш университет, ваш институт готовит, университет так оговорилась, но, наверное, так тоже можно сказать, готовит как раз-таки, повышает квалификацию преподавателей, которые потом идут и отдают свои знания в средние профессиональные образовательные учреждения. И первое слово, конечно, вам, но еще представлю ваших коллег. Сегодня в нашей студии также руководители средних профессиональных образовательных учреждений. Это заместитель директора Якутского коммунально-строительного техникума, которому в этом году 95 лет, Татьяна Беркутова. Татьяна Игоревна, здравствуйте. Здравствуйте. И также в нашей студии сегодня Алена Никифорова, заместитель директора Якутского автодорожного техникума, которому в этом году исполняется 95 лет. 45 лет. Ой, 45 лет. Алена Аркадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы сегодня в нашей студии. Первое слово я хочу предоставить Ольге Владимировне. Расскажите о вашем институте подробнее. Какие главные цели он преследует? Приветствую всех слушателей, зрителей. И наш институт был создан в 2016 году в целях совершенствования системы профессионального образования. Наш институт является подведомственным учреждением Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия. Целью является это помощь и поддержка наших колледжей и техникумов. У нас в республике всего 42 профессиональных образовательных организаций. В городе Якутске функционирует 11 колледжей и техникумов. И со своей стороны наш институт оказывает поддержку педагогам, студентам. В части повышения квалификации наши педагоги проходят повышение квалификации, курсы подготовки и так далее. И мы выступаем администратором различных региональных федеральных проектов, реализуемыми Министерством просвещения Российской Федерации, и в том числе является открытие, создание современных мастерских, о котором будет речь данного эфира. В этом году мы празднуем 85-летие системы профобразования, профессионально-технического образования, как раньше это называлось, и мы проводим ряд различных мероприятий. Это и чествование наших ветеранов системы, которые были в начале пути. Это и различные республиканские мероприятия, такие как слет молодых педагогов, это слет, фестиваль студентов, это республиканский конкурс красоты и таланта мистер и мистер среднего профобразования. Также у нас проводятся различные мастер-классы. И, пользуясь случаем, я хочу пригласить всех гостей и жителей нашей столицы. 27 сентября, в эту субботу, проводится ежегодная ярмарка товаров и услуг, где будут представлены наши колледжи. Они представят свою продукцию. Это и рыбные, и мясные изделия, это хлебобулочные, кондитерские, и различные товары по самым приемлемым ценам. 27 сентября с 12 до 5 по адресу Орджоникидзе, 10, 2 этаж, актовый зал. Всех вас приглашаем. Я думаю, адрес нужно будет потом еще раз повторить, какие-то мероприятия, которые вот уже близко. Хочу обратиться к вашим коллегам. Татьяна Игоревна, ваши студенты, насколько активно участвуют в таких мероприятиях и чем они хороши? Да, наши студенты участвуют в таких мероприятиях, и интересно это как ярмарки. Ярмарки, они представляют свою продукцию, которую они самостоятельно изготовили, видят
те другие учебные заведения, которые чем богаты и представляют другие учебные заведения. И очень интересно просто пройтись и посмотреть, что могут другие колледжи. Может быть, вы немного расскажете о вашем коммунально-строительном техникуме, о том, какие специальности в вашем техникуме популярны, какие, может быть, остаются немножко в тени, и тогда почему, и каких специалистов вы готовите, насколько они востребованы сегодня? Якутский коммунально-строительный техникум, ну и от названия мы готовим в сфере строительства и ЖКХ. А основные профессии это, конечно, и специальности. Это строительство, эксплуатация зданий, сооружений, монтаж, эксплуатация газового оборудования, теплоснабжение, теплотехническое оборудование. Ну и профессии это штукатуры, маляры, облицовщики, плиточники, каменщики. Именно самые популярные именно в строительстве. Такой тяжелый труд. Вот это все, что вы перечислили. Физически тяжелый труд. Ну да, это физический труд, но также и который идет на пользу и нашей республике. Но вот специалистов в этих сферах, которые вы перечислили, часто ведь не хватает. Да, нехватка в сфере строительства и ЖКХ это, конечно, очень большая, и мы стараемся увеличивать наш контингент. В этом году у нас 175 контрольных цифр приема. Они полностью заполнены. До 1 сентября мы полностью сделали набор, даже немножко больше. Студенты идут с удовольствием на такие даже, можно сказать, тяжелые, но все равно востребованные специальности и профессии. Вот они идут с удовольствием, места полностью все заняты. А сколько доходит студентов до того, чтобы с этой специальностью выпуститься? Ну, у нас в техникуме в основном от 75 и выше студентов доходит до итогового демо-экзаменов, до итогового государственной итоговой аттестации. Конечно, вот в эти 25 это входят молодые люди, которые решили все-таки связать свою жизнь с армией. Это, конечно, подписание контрактов. Есть девушки у нас, которые уходят по уходу за ребенком, да. Ну, большая часть, конечно, доходит до итога. И тогда остается им выбрать то место, где они будут работать. Это, наверное, уже за какое-то время до выпуска, да, происходит? Да, конечно. В течение всего учебного процесса они проходят учебные и производственные практики. Производственные практики они проходят на предприятиях, и уже у нас отдел трудоустройства планирует и дает им именно проходить практики в тех предприятиях, которые имеют потребность в специалистах, и каждый студент находит себе место уже во время учебы работу. Я даже слышала, вот мы весной делали эфир, что предприятия, я забыла, как этот проект называется, предприятия могут подать заявку на то, что им нужны какие-то определенные специалисты, и уже как будто бы присмотреть себе этого специалиста из тех, кто вот-вот покинет учебное заведение и получит диплом. Да, это договора целевого обучения, когда сами работодатели выбирают студентов. Наш техникум проводит ярмарки, где работодатели сами приходят и рекламируют свои предприятия, и уже ведут прям запись на трудоустройство будущих выпускников. Вроде бы все хорошо так теоретически. Почему же тогда не хватает вот в сфере ЖКХ, допустим, в строительстве специалистов, которые закроют вот эти вот все вакантные места? Ну, понимаете, большая часть нехватки кадров это идет по районам. По районам в городе. В городе в основном вся потребность закрыта, но есть предприятия, которые впереди всегда. Сфера строительства, она всегда имеет нехватку кадров, потому что это все-таки тяжелый труд. Тем более в наших суровых условиях строительства и в зимних условиях происходит. ЖКХ у нас тоже есть температурные режимы, да, но очень много наших студентов все-таки остаются и добиваются очень больших успехов. Хочется пожелать этого всем, потому что на самом деле труд благородный, потому что весь физический труд, я думаю, что людям большое спасибо, кто идет вот в эти сферы, да, и мы же без этого не можем. Сфера ЖКХ, это которая касается абсолютно каждого человека, да, и мы все нуждаемся, и все зависимы от этого. Поэтому спасибо, что вы готовите таких специалистов, и пусть они находят работу, и пусть она высоко оплачивается, чтобы был стимул, который хоть как-то будет смягчать вот эту вот физическую, да, такую составляющую.
Алена Аркадьевна, ваш техникум тоже готовит специалистов, которые тоже так, будут задействованы физически, да, в своей профессии, и их труд тоже не назовешь легким. Да, конечно, наш техникум – это кузница кадров для дорожно-транспортной отрасли населения. И золотой отрасли. Сколько там денег? У нас машинисты дорожных строительных машин, машинисты крана, крановщики. Строительство дорог же тоже? Строительство дорог. Нет, строительства у нас нет. Так, мы готовим по 4 профессиям, по одной специальности. Так, и, конечно же, у нас очень востребованные профессии. Каждый год у нас рейтинг большой. Какие профессии? На все профессии у нас. Но самая вот эта востребованная профессия – это мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Потому что потом можно, закончив, еще, может быть, уйти в бизнес, да, и создать какое-то свое предприятие. Да, конечно, наши выпускники открывают свои автомастерские. И много таких студентов у нас. Насколько сложно к вам поступить? Как у вас проходит приемная комиссия? В этом году у нас приемная комиссия прошла, как я уже сказала, успешно. Да? На одно место у нас почти что 10 абитуриентов. Средний балл 4,2. Так это целый конкурс? Целый конкурс. И мы вошли в топ-5 на одно место. Ничего себе. Значит, тогда вот эти профессии, можно сказать, что они очень востребованы. Да, конечно. А как вы относитесь к тому, что вот в ваш техникум же можно, как, впрочем, и ваш, да, поступить после 9 класса, окончания 9 класса, также и после 11, да, можно поступить? Да, мы набираем на базе 9 класса и на базе 11. Но очень большим спросом, конечно, на базе 9 у нас. А как вы относитесь к такому мнению, что лучше все-таки закончить 11 классов, а потом поступить в высшее учебное заведение, что как будто бы немножко среднее профессиональное образование, может быть, не немножко, но ставят на второе место, чуть принижают вот это образование? Нет, сейчас среднее образование, я думаю, очень все-таки популярное. Это в прошлом осталось, да? Да, это в прошлом. Сейчас дети после 9 класса осознанно идут, я думаю. Ну так если, конечно, у вас 10 человек на место, то получается, что желающих очень много. А те, которые не поступили, они потом как? Находят другое учебное заведение или пытаются потом еще раз к вам прийти? Они уже на следующий год пытаются к нам попасть. В школу иногда ходят. Этот юбилейный год для вас какими мероприятиями ознаменован? Что вы будете проводить, где будете участвовать? Ну, все-таки 45 – это не круглая дата. Техникум готовится к своему 50-летнему юбилею, но вместе с тем у нас проводятся следующие мероприятия. Это, во-первых, у нас будет проходить научно-практическая конференция. Вот 17 октября. Пользуясь случаем, мы приглашаем всех заинтересованных лиц. А кому это будет интересно, научно-практическая конференция? Республиканская научно-практическая конференция. А кому будет интересно, кого вы приглашаете? Так, мы приглашаем преподавателей, мастеров производственного обучения, кураторов, средних профессиональных образовательных организаций. Которые работают в других учебных заведениях? Да, конечно. А чем им это будет полезно? Студенты будут участвовать в научно-практической конференции, они будут делиться опытом. Это все им впоследствии пригодится, я так думаю. В своей исследовательской деятельности преподаватели могут принять методическую помощь. Насколько часто вы делитесь, обмениваетесь, проходят какие-то такие мероприятия, где вы можете со своими коллегами провести какой-то консилиум, поделиться какими-то, может быть, спорными точками зрения? И насколько в этом помогает вам Институт развития образования? Институт развития – это, конечно же, наш флагман. Они нас поддерживают. Мы активно участвуем во всех мероприятиях, которые проводит Институт повышения квалификации работников профессионального образования. Со своей стороны, с воспитательной точки зрения, наши студенты активно участвуют во всех городских, республиканских и всероссийских мероприятиях, которые именно поддерживают нашу молодежь, наше среднее образование. Правильно ли я понимаю, что вот эти мероприятия в юбилейном году, они в основном направлены на то, чтобы в них участвовали именно студенты, а не преподаватели?
Нет, студенты и преподаватели тоже. А преподаватели тоже? Обучение тоже, конечно. Может быть, все тогда участвуют. подробнее вы расскажете о мероприятиях. Мы как будто бы немножко так как-то плавно сидим, хотя разговариваем, да, хотя такие даты солидные, 85... А у нас еще в рамках нашего юбилея Мгм. планируется именно для студентов, да, конкурс профессионального мастерства Мгм. для студентов, посвященный памяти нашего ветерана Полякова Дмитрия Андреевича, так, который стоял у истоков развития и создания техникума. Так, далее у нас идут работы по обновлению нашего музея. В этом году наши студенты, выпускники подарили мультимедийный сенсорный стол, и мы за это им очень благодарны. Выпускники вас не забывают, это очень Да. приятно. Но у нас сегодня самое главное, да, событие, которое мы хотели осветить, это вот мастерские, да, Да. которые Мгм. появятся у каждого из техникума, руководитель которого сегодня присутствует в нашей студии. Коммунально-строительный и промышленный техникум в этом году у нас охвачено. Но если говорить о мастерских, у нас с 2018 года всего открыто и создано 138 современные мастерские на базе 32 колледжей и техникумов. На эти цели было выделено более 1 миллиарда рублей, это из федерального бюджета. Если говорить с 2020 года, это было в рамках национального проекта образования по федеральному проекту «Молодые профессионалы». И с 23 по текущий год это у нас проходит по линии Минвосток развития, то есть в рамках единой президентской субсидии. По инициативе нашего президента до 30 года всего по Дальнему Востоку будут созданы и открыты 900 современных мастерских, в том числе и Республики Саха-Якутия. И с 23 вот по 25 год мы открываем уже 48-ю мастерскую в рамках единой президентской субсидии. Ну, если говорить о мастерской, это у нас учебная производственная площадка, где можно вот на фотографиях посмотреть. А вот как раз фотографии для наших Да. зрителей. Где наши студенты осваивают практические навыки, где они проходят и производственную практику. И когда мы оснащаем мастерские, все оборудование у нас согласовывается с ведущими отраслевыми работодателями. То есть это, можно сказать, прототип настоящей производственной площадки. Да? И многие мастерские у нас также выступают как учебно-производственные комплексы. То есть учебно-производственные комплексы — это те площадки, где студенты не только проходят практику, но и могут трудоустроиться временно и зарабатывать уже первую зарплату. То есть это как бы, открывается условно мастерская по авторемонту, открывается в рамках этой мастершины монтаж, и уже студенты под наставничеством мастера производственного обучения, да, своего преподавателя, уже оказывает услуги населению. Ничего себе, вот Нет, это да, вот то так. есть мастерская, в которой он может уже быть, допустим, студент, да, какой-то, может быть полноправным хозяином и может выполнять, предоставлять какие-то услуги Да, совершенно за верно. финансы, Да. за хорошие деньги. Да, да, условно за какую-то заработную плату Ага. они уже осваивают свою профессию и в то же время уже начинают зарабатывать. Как бы это и практика, и работа одновременно. Тогда техникум им платит зарплату, но просто туда приходят уже, могут обращаться, кто-то из уже, горожан, да? Да, оказывает услуги населению, можно так сказать. Это очень интересно. Но тогда эти мастерские просто необходимы для того, чтобы вот так себя попробовать в деле, да, и почувствовать эту профессию прям. Да, на самом деле все наши колледжи оснащены, лабораториями, мастерскими, но именно вот эти современные мастерские, они создаются именно в рамках какого-то проекта. То есть любое какое-то, улучшение материально-техническое, да, требует обязательно финансовых затрат. И благодаря нацпроектам как раз наши колледжи получают финансирование и создают наши мастерские. В этом году у нас на эти цели было предусмотрено 179 миллионов, и на них мы открываем 23 мастерские на базе 11. Пока мы остановимся, у нас сейчас будут короткие 4 минуты рекламы, а затем мы вернемся, дорогие слушатели и зрители, в студию прямого эфира и продолжим говорить про профобразование среднее. Оставайтесь.
Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Мы выходим в преддверии праздника 85-летия профессионального среднего образования. В нашей студии сегодня руководители средних профессиональных образовательных учреждений. Это сейчас, минутку. И Татьяна Игоревна Беркутова, заместитель Якутского строительно-коммунального техникума. Также сегодня в нашей студии Алена Никифорова, заместитель директора Якутского автодорожного техникума. И к нам присоединился еще Аял Докторов, директор Якутского промышленного техникума. Добрый день. Здравствуйте. И также в нашей студии по-прежнему Ольга Яковлева. Она является руководителем Центра научного и инновационного развития профобразования Института развития профобразования. Ольга Владимировна, еще раз вас приветствую. В первом блоке мы поговорили о том, что в этом году к юбилейной дате выделена хорошая большая сумма на то, чтобы открылись мастерские в техникумах. И давайте мы эту тему продолжим. Татьяна Игоревна, расскажите, пожалуйста, о том, как себя показали мастерские в действии. Я узнала в первом блоке, как и все наши слушатели и зрители, что это отличная возможность для студентов попробовать профессию, пощупать ее со всех сторон и начать коммуникацию с теми людьми, кому нужны их услуги. Ну, мы еще их не попробовали. Вот микрофончик сначала сюда, потому что вы отвечаете. Мы еще их не попробовали в полном объеме, потому что сейчас идет только ремонтные работы, и открытие будет 8 октября. 8 октября мы откроем наши 2 мастерские. Это технология развития городов и территорий, и вторая мастерская – это технология развития BIM-моделирования. Это 2 мастерские, которые... BIM-моделирование – это что такое? BIM-моделирование – это проектирование, конструирование и полностью строительство в IT-технологиях. От начала строительства, от планов на строительство до финальных документов по завершению строительства. Студенты будут полностью моделировать в 3D, 4D проекциях полностью здание, также и коммуникации, теплоснабжение, газоснабжение. Полностью это будет все именно в проектной документации, и в виде уже готового проекта будет уже виден сразу студентам. И 8 числа мы их открываем и запускаем нашу новую профессию информационное моделирование в строительстве. Это в этом году первый раз мы запустили, и как раз эти мастерские будут именно для этой профессии. Мастерские, они вот вам их уже предоставили, дали, это уже вот ваши навсегда? Да, конечно, это было... По проекту Минвостокразвития были выделены средства, и мы сейчас вот как раз уже закуплено полностью 100% все оборудование, вся мебель, и мы уже ждем вот как раз на экранах, мы видим наш проект наших мастерских, которые они будут так выглядеть. И эти мастерские находятся в самом техникуме? Да, это в самом техникуме на Чеченко 6, где наше главное здание. Спасибо. И чтобы нам тему мастерских и дальше продолжить, я хочу, Аял Владимирович, спросить вас, как в вашем техникуме обстоят дела с мастерскими, насколько вы довольны, насколько они уже в деле? Ну, на сегодняшний день у нас полностью 100% покупка оборудования состоялась. Мы уже получили оборудование. Закупки мы проводили с марта месяца, получается. Из всего, как уже ранее говорили коллеги, 179 миллионов, 42 миллиона, получается, у нас на приобретение оборудования. Это одно из самых больших объемов среди 11 техникумов колледжей этого года, получается. Мы открываем 4 мастерских. По сварочному делу, по электромонтажке, по контрольно-измерительным приборам и по ювелирному делу. Вот по этим 4 мастерским мы полностью на сегодняшний день видим ремонт косметический за счет своих средств, за счет спонсорской деятельности и других средств, приносящих доход деятельности учреждения. На сегодняшний день ремонт у нас составляет где-то 80%. Мы до октября, 2 октября, к единому дню открытия мастерских,
должны уже завершить ремонт, соответственно, и уже начать установку, соответственно, наладку наших мастерских. Мы надеемся к 2 октября, как раз ко дню системы среднего профессионального образования, и этот год как раз у нас юбилейный, 85 лет нашей системе среднего образования. К этому дню мы надеемся, чтобы мы официально тоже откроемся, разрежем наконец-то наши красные ленты и откроем населению наши мастерские. Почему населению? Потому что, как ранее коллеги сказали, мы в рамках наших открывающихся мастерских открываем УПК, учебные производственные комплексы, да, соответственно, в рамках этих УПК мы будем производить для населения те или иные заказы силами студентов. То есть, допустим, например, кому-то из наших горожан понадобится какая-то услуга в сфере ювелирного дела. У нас есть, получается, по ювелирному делу драгоценное. Имеется в виду, мы делаем на заказ значки, медали. Вот, допустим, мы в этом году в игры Тыгын-Дархана, юбилейный же был в этом году, игры Тыгын-Дархана, мы им изготовили юбилейные значки и юбилейный знак. Вот, города Якутска, соответственно, они всем участникам у нас заказали, соответственно, мы вот в рамках ОПК им создавали. Тогда на вас больше выходят, наверное, какие-то предприятия или организации, да, нежели лично кто-то взял и почему? пришел? Лично тоже мы тоже изготавливаем значки, вот, допустим, национальный значок, герб Республики Саха-Якутия готовим, допустим, к примеру, да, и в индивидуальном порядке тоже можем изготовить под любого гражданина, под заказ, соответственно, мы можем сделать 3D-моделирование и вот, соответственно, потом под заказ любого гражданина сделать ту или иную модель того же, может, значка или того. Даже любой горожанин может, например, какой-то свой эскиз предоставить и прийти в ваш тогда техникум, в вашу мастерскую. А насколько вообще горожане владеют этой информацией? Потому что наверняка там цена будет дешевле, допустим, чем в каком-то ювелирном салоне. Это будет выгоднее прийти к вам. Но насколько люди этой информацией владеют, что так можно сделать? Потому что я, например, первый раз слышу, что можно прийти в учебное заведение и там, в мастерскую, получить какую-то услугу, и еще и не факт, что она будет проигрывать в качестве, потому что там студент наверняка будет стараться, чтобы как-то себя проявить и получить зарплату. Да, есть такое, да. Студенты намного старательнее, и в рамках того, что им предоставлено, они намного четко делают те или иные заказы, конечно, под руководством мастеров. Да? Соответственно, наши мастера тоже это... Тогда давайте расскажем. Вот ваш промышленный техникум, можно прийти, заказать себе какое-то ювелирное какое-то изделие, да, даже по собственному эскизу можно. Да. Может быть, наверное, тогда можно и какой-то эскиз заказать там же. И уже у нас как раз в рамках закупленного оборудования в этом году мы 3D принтеры заказали, да, соответственно, у нас параллельно будут моделирование, и там же будем уже готовить 3D печатью, соответственно, модель для эскиз, соответственно, да, и потом уже расплавлять и делать под латунь, под серебро, к примеру, тут те или иные. Как интересно. Да, это же такой хороший стимул, потому что студент может еще плюс там к стипендии, да, своей же есть стипендия. Да. К стипендии еще заработать какие-то свои личные деньги, да, и уже и как-то заявить о себе в профессии, и на него уже может быть спрос в тот момент, когда он получит диплом и выйдет куда-то в поисках работы. Да, плюс еще у нас по сварочному делу мы в этом году изготавливали мусорные баки, 80 штук, допустим, предприятие ЖКХ города Якутска. Так что в этом духе у нас, в принципе, заказы идут. Сварочное дело, это я знаю, что там хорошая оплата за вот эту работу. Да. А специалистов как по городу, на ваш взгляд, хватает? Все ли места у вас разбираются, когда идет приемная комиссия? Или какие-то профессии, может быть, не очень популярны? Ну, по приемной комиссии у нас, допустим, по сварочному делу конкурс на одно место 10 человек. То есть тоже это конкурс большой. Один из самых конкурсных, соответственно, профессий — это вот сварочное дело у нас. И в рамках этого, и по трудоустройству тоже у нас весьма охотно идут. И если даже не предприятия, а люди, студенты сами уже, находясь в индивидуальном предпринимательстве, они уже начинают вот свое производство.
Вот. Есть многие студенты, которые производят производство свое, дело открывает, соответственно. Да, сейчас хорошо, что такое можно о тоже себе есть в частном порядке. заявить широко. А еще каких специалистов вы выпускаете? Ну, помимо этого у нас контрольно-измерительные приборы тоже вот в рамках мастерских открытия. Вот эти специальности востребованы вот промышленными компаниями. Вот, к примеру, и компания ТЭК тоже каждый год мы направляем наших студентов туда, и, соответственно, на практику, да, и вот прямо в цехе они чувствуют себя уже специалистами. Да, как специалисты, и в этом году мы вот тоже планируем в рамках проекта направить 20 студентов на практику, соответственно, и предприятие. Помимо этого, также водоканал тоже по контрольно-измерительным приборам тоже у них тоже востребовано, они тоже прям просят наших студентов, чтобы они практику проходили тоже в их предприятиях. Для меня сегодня открытие, что эти специальности, они настолько востребованы, что по 10 человек на место. Я удивлена. Ну, это хорошо уже, да? Да. Это даже по городу на самом-то деле средний, ну, даже хороший показатель. Да, потому что про молодежь же часто говорят, что вот они не хотят работать, они хотят там какие-то профессии, чтобы онлайн, ничего там не делать. Но получается ничего подобного. Дети хотят и после 9 класса пойти и сразу же получить профессию и начать зарабатывать. Поэтому вот эти мастерские, мне кажется, это вообще супер проект, потому что, ну, сейчас понятно, что дети хотят быстро всему научиться, быстро заработать и быстро как-то эти деньги куда-то реализовать своим нуждам. И не по секрету, что зарплата у сварщиков намного выше, чем нежели у наших коллег, директоров, и имеется в виду, в смысле, специалистов. Да, еще может человек подрабатывать, и, конечно, работа тяжелая, да, тоже она опасная. Ну, в смысле, для здоровья может быть опасно, если не какие-то не предпринять, да, как это называется, безопасности, средства безопасности. Ну, да, меры по мерам безопасности, да. Конечно, мы тоже в рамках учебных Ну, это, конечно, это обязательно, да. Но, тем не менее, человек может еще и заработать в какое-то свое свободное время, и это будут хорошие деньги, да. Про автодорожный техникум давайте еще тоже немножко добавим. У вас нет мастерских в вашем техникуме? У нас в техникуме есть региональный учебный центр КамАЗ. Как раз 10 лет нашему центру. Режиссер меня просит, чтобы вы немножко рассказали про свой техникум, потому что мы сейчас посмотрим фотографии, наши зрители тоже их увидят. Может быть, добавите несколько слов. У вас 45 лет в этом Нашему техникуму исполняется 45 лет. И вот сейчас мы видим преподавательский состав. Вы можете поздравить ваших коллег, пользуясь случаем. Всех коллег поздравляю с профессиональным праздником. 2 октября исполняется 85 лет среднему профессиональному образованию. И, конечно же, в рамках праздничных мероприятий у нас в техникуме планируется ряд мероприятий. Как я уже отметила ранее, да, у нас идет обновление музея, пройдут ярмарки, пройдет научно-практическая конференция. И, конечно же, мы все волнуемся и готовимся к этим праздничным мероприятиям. Я вас тоже поздравляю, ваш преподавательский состав и ваших студентов. Такая форма у них красивая. Вот сейчас показали там синие такие жилеты красивые. И еще, Татьяна Игоревна, в вашем мероприятии, да, вашему технику, мы об этом не поговорили, вы можете добавить. Да, в этом году нашему техникуму исполняется 95 лет. Юбилейные мероприятия у нас пройдут с 17 по 21 ноября. В эту неделю мы запланировали это, конечно, чествование наших ветеранов техникума, встреча выпускников, которые добились очень больших высот. Кто может быть, есть какие-нибудь очень известные люди? Известные люди есть, они все у нас. АО «Теплоэнергии» очень много студентов наших. Суханова Любовь Николаевна, Пономарева Ирина Валерьевна, Шилова Носкова Александра Евгеньевна, это Якутская ТЭЦ, Попова Наталья, Якутская ТЭЦ, Якутская ТЭЦ, АО «Теплоэнергия», ГУП ЖКХ. Это все те люди, от кого сейчас, они сейчас очень важные, очень значимые, от кого сейчас зависит наше тепло в наших домах. Да, конечно, вот именно энергоснабжающий. Вот. Также в юбилейную неделю у нас пройдет мистер и мисс техникум. Это в рамках именно, чтобы наши дети почувствовали и приурочились к
юбилейной дате. И финальная 21 ноября пройдет большой концерт и презентация нашей юбилейной книги к 95-летию. Полностью история всего Якутского коммунально-строительного техникума от создания. Наш техникум не всегда был отдельной единицей, он часто очень присоединялся к разным учебным заведениям, и полноценным он уже с 2006 года он стал полноценным отдельной единицей СПО. Но книга-то это какой труд-то какой мощный, это с самого начала, со стоков, да, до сегодняшнего дня, 95-летний юбилей, это же очень круто, очень мощно. Да, в ней собраны все наши выпускники, это более 3000 выпускников, конечно, также все выпускники, которые сейчас на высоких должностях, наши учебные преподаватели, которые отдали более 30 лет нашему учебному заведению, и все наши достижения, которые мы получили за 95 лет. А тираж-то покроет вот все потребности в приобретении этой книги? Пока на данный момент мы планируем 300 экземпляров. Посмотрим. Это, наверное, очень мало. Посмотрим, потому что, с редакцией пока мы договорились на 300, если будут желающие, и у нас уже будут конкретно кому вручить еще, конечно, будем увеличивать этот тираж. Спасибо большое. У нас остается почти 1,5 минуты до конца эфира. Может быть, кто-то еще хочет сказать пару слов. Я, конечно, вас поздравляю всех с таким юбилеем, и с 95-летием, и с общим юбилеем 85 лет, и 45 лет. И вас с таким приобретением, да, как куратора для техникумов нашего города. Можете, кто-то, может быть, еще кто хочет поздравить своих коллег. На самом деле, пользуясь случаем, хотел бы, конечно, поблагодарить лично Ольгу Владимировну, за то содействие, которое она сделала во благо развития системы среднего профессионального образования. Это выделение таких огромных средств в Республике Саха-Якутия для развития системы среднего профессионального образования. Это очень многого от этого тоже зависит, от материально-технического обеспечения нашей системы, коллеги согласятся. И я надеюсь, мы на этом не остановимся. Дальше будем развивать нашу систему благодаря вот таким проектам. И, соответственно, в рамках развития системы и отрасли данной системы среднего профессионального образования. Пользуясь случаем, хотелось бы, конечно, поблагодарить всех наших коллег с юбилеем, 85-летием системы среднего профессионального образования. И на этой торжественной ноте я попрошу вас закончить и поздравить еще раз с юбилеем. Желаю всем. Всем спасибо за внимание, удачи, и хорошего вечера. И хорошего дня. До свидания.